Сегодня Руслан. Утром, короче, зарядка до кафе, да? Алярничек. Послушал свои вещи. Вот. Что я хочу сказать. Давно не выходил. Вчера был мне туда-сюда, короче, вызвалась. Уранда я шарга ор. Что я хотел сказать. Кого только не встретил в этой жизни, что только не услышал, что только не увидел, это просто психбольница. Хочется сделать какой-нибудь стрим, но пока не получается. Вот хочу сделать стрим прямо здесь, но то шум, то музыка, то люди орут, непонятно. Вот так вот. Пока никак не определился, когда это все будет. А так, то, что максимально, что я могу сделать, вот загружаю по мере возможности. Иншаллах, когда-нибудь появится возможность, возьму аккумулятор нормальный, потому что powerbank нужен, без него никак. Батарея упратись, жрет что-то батарейку жестко. Вроде телефоны новые, но на весь день не хватает. С моим вот этим, наверное, общением, я не знаю, лазением в телефоне, житный. Миллион телефонов, а повода вот еще один телефон есть. Ну, бестолковые эти телефоны, они садятся. Постоянно нужно с собой носить огромный аккумулятор сзади. Видели, наверное, как Тесла едет в Америке и сзади везет огромный этот аккумулятор. Ну, это вырабатывает ток, который дизельный аккумулятор. Новости тоже не могу смотреть, слушать, потому что, здесь шум, там, короче, гемор. Поэтому, а так, по жизненным событиям могу рассказать, что я могу сказать. С многими людьми общаюсь, с многими людьми натыкаюсь, я сегодня даже хотел комментировать, никак не мог, вот сегодня прокомментировать. Людьми даже переписываясь в Фейсбуке, мы огрызаемся. Люди до такой степени здесь пытаются друг друга наколоть, так сказать, уже, полный рост, хотят обуть, как говорится, и тем самым еще хотят такие чистенькие показать себя. И постоянно натыкаюсь именно на вот таких нечистоплотных украинцев. Как они меня уже замучили, реально. Сколько времени я вам говорю, вот все это время, да? В Лиссабоне, блядь, встретил одного нациста. Хорошо, я с ним ничего не поработал даже. Но суть была такая, что он говорит, говори на мове, туда-сюда, пошло-поехало, я вам это напоминал. Потом вот это Кидалово в Париже, когда мне за работу оплатили 3 копейки. Итоги вот такие вот. Поэтому сейчас тоже натыкаешься на таких же людей, и они пытаются тебя манипулировать тобой, пытаются что-то тебя как бы в черном свете показать и так далее, и так далее. Чувак, на все готов, как говорится, да, если мы будем, отбросим такой момент, да, все, что происходит, это от Аллаха, туда-сюда, понятно, это понятно. Если бы от Аллаха не жили бы, мы не от Аллаха и не было бы, поэтому мы здесь, как говорится, не в этом дело, но до такой степени вот эта лживая, блядь, хуйня от этих людей меня уже достала. Когда я уже нормально людей встречу, я не знаю. Поэтому каждый раз я буду это говорить, критиковать, постоянно об этом буду рассказывать вам. Почему? Потому что я люблю правду. Я люблю правду и несу эту правду. Чтобы всякие уюбки, блядь, не пытались нахуй на чужом врагу, блядь, заработать денег, блядь, и так далее. Всех буду разоблачать, блядь. Всех нахуй. Не понравился человек, тоже буду пиздеть про него. Что-то не то, блядь, тоже буду говорить об этом. Почему? Потому что, блядь, людей нужно наставлять к честности, чтобы они мозга не ебали. Чтобы они, блядь, не выеживались вообще.